Это именно один из таких моментов, когда в свой день рождения подарки дарит именинник. Мало кто даже знает, что 11 мая, в день феерической победы Терека над Спартаком, Ахмат-Арене исполнилось ровно 4 года. За это время на главном футбольном стадионе республики прошло не менее 150 игр, и почти всегда арена собирала практически полные трибуны. Всегда идеальный газон, удобные трибуны, в общем, все без нарекания. Но одно дело собирать болельщиков вокруг матча чемпионата или кубка страны, и совсем другое – радовать свою публику звездами мирового уровня. Здесь уже успели побывать такие гиганты, как Луиш Фигу, Фабиан Бартез и даже прославленный Марадона, но это еще в самом начале, на торжественном открытии стадиона. Легенды мирового футбола Диего Марадона, Иван Самарано, Луиш Фигу, Франко Барези и другие звезды, которых знает каждый любитель спорта номер один. Кроме звезд футбола были и зарубежные эстрадные артисты во главе Сиси Кетч и Тота Кутуньо. Большие политики, глава Чечни Рамзан Кадыров и тогда еще полпред России в СКФО Александр Хлопонин, игравшие в матче открытия против сборной мира. Абсолютно аншлаг с того дня уже стал нормой, это было подтверждено и на официальном уровне. В 2012 году Ахмат-Арена вошла в 100 самых посещаемых футбольных стадионов мира, заняв 88-ю строчку. Очередным этапом в небольшой, но насыщенной истории стадиона стало включение его в список тренировочных баз для команд чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Очень радостная новость для нас. Мы давно ждали, что Ахмат-Арена станет частью чемпионата мира. Это для нас значит, что мы будем в центре внимания, нас будут освещать, не только нас, но и всю республику будут освещать. Мы будем готовиться, будем стараться показать себя с наилучшей стороны, как хорошая база и для дальнейших матчей под эгидой ФИФА. Выразил свою позицию насчет этого и президент ФИФА Йозеф Блаттер. Я уверен, что база в Грозном будет хорошим выбором. Никаких опасений на этот счет нет. За последние 40 лет я участвовал в организации многих чемпионатов мира, но я никогда не был так счастлив работать с организационным комитетом, как здесь, в России. Такое событие значимо не только для одной арены, но и для всей республики. В Министерстве спорта Чечни отреагировали не менее радостно. Здесь события связали с окончательной победой над всеми стереотипами о Чечне. Недавно мы отмечали День мира в Чеченской республике. 16 апреля 2009 года было принято решение о прекращении режима контртеррористической операции. Начиная с этого момента Чеченская республика, в частности и город Грозный, является регионами с уже хорошей оперативной обстановкой, где можно безопасно и на очень высоком уровне проводить как всероссийские, так и международные соревнования. Принимать важные спортивные мероприятия Ахмат-Арене не впервой. Стадион в 2013 году на высшем уровне проводил финал Кубка России. Также Грозненская футбольная арена является членом Европейской ассоциации стадионов и безопасности. Одним словом, к приему большого футбольного праздника 2018 года Грозный готов на все 100. Хамзат Аюбов, Муслим Типаев, Луиза Юнусова. Новости.